Добрый вечер. Это программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. В течение 2 дней, 28 и 29 июня, в столице республики состоится самый масштабный, не побоюсь этого слова, национальный праздник страны – Сех-Туймады. Ежегодно это празднование собирает от 200 тысяч человек. Во время церемонии открытия Сеха десятки тысяч жителей и гостей Якутска заполняют трибуны центра Кумысапития, приобщаются к традиционному обряду очищения и благословения. Многие якутяне с нетерпением ждут спортивные состязания по национальным многоборью игры Дыгына и, конечно, скачки. Ну, о том, что еще интересного подготовили организаторы, поговорим с моей сегодняшней гостьей. Это начальник управления культуры и духовного развития города Якутска Сардана Брызгалова. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы с вами сейчас перед эфиром выясняли, и, кажется, выяснили, что ИСЭХ в городе будет проходить в 35-й раз. Да, совершенно верно. С 90-го года, получается, в городе Якутске с ипподрома начинали первые организаторы. И с 96-го года проводится местностью Юсхатын, получается. И если я не ошибаюсь, то как раз первым мэром, при котором ИСЭХ прошел на Усть-Хатыне, был Илья Филиппович Михальчук. Да. И вроде бы как мы его ждем. Да, Илья Филиппович приезжает, отдельная программа готовится, мы его встречаем, волнуемся. Конечно же, это как бы одно из таких исторических моментов, получается, для нас, для организаторов. И да, организаторы готовятся встретить первого мэра, который проводил в местности Юсхатын, Сех-Туймады. И игры Дыгына тоже будут юбилейные, они пройдут 30-й раз. Игры Дыгына 30-й раз проходят в этом году, юбилейная дата, тоже вот организатор готовится, ребята, которые попали в финал, очень волнуются. Какой-то небывалый приз в этом году. Да, главный приз машина УАЗ Патриот, и внутри 3 миллиона. Это уже организаторы озвучивали. И машина, и 3 миллиона. Да, совершенно верно. Есть за что побороться. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос гостю можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39, или можно отправить нам текстовое сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 0502. Кстати, кого еще ждем, кроме Ильи Филипповича? Понятно, что мы ведь ждем обычно с особым интересом каких-то иностранных гостей. Ну вот официальные делегации какие, откуда будут? Наверное, казахи будут, потому что Дни Астаны в эти дни будут. Кто еще? Да, ежегодно Сех-Туймады собирает очень много гостей. Понятно, ну, с регионов России очень много прилетают. Отдельно вот корпорации, организации приглашают своих гостей. Ну и официальные делегации тоже. Не побоюсь, что каждым годом увеличивается число наших гостей извне. В этом году так совпало, что Дни Астаны пройдут вот в рамках, получается, проведения Сеха-Туймады. Большое количество гостей мы ждем. Больше 150 человек прилетают. Культурная программа там 91 человек. И большая делегация вот тоже вот с наших регионов, Хабаровский край, привозит свой ансамбль песни и пляски Восточного военного округа Министерства обороны. Это в рамках Дня армейской культуры? Да, совершенно верно. Это в рамках Дня армейской культуры. Сегодня на площади Орджоникидзе вот сейчас проходит концерт. Очень такой яркий ансамбль. Они в 2 часа дня, 28 июня, покажут свою программу в местности Юсхатын, 14-я площадка, это у нас молодежная площадка, и откроют программу вот этой площадки. Ну и, конечно же, наши вот дружественные регионы, ДНР, Донецкая Народная Республика приезжает, из Белоруссии приезжают. Возможно, мы ожидаем гостей из Индии, Китайская Народная Республика тоже вот прилетают. Ну и вообще в целом гостей ожидается вот большое количество. Ну, каждый год и сами жители нашего города, и вот из районов нашей республики приезжают. Очень такое активное участие мы наблюдаем. И с каждым годом посещаемость увеличивается. Ну да, я вот вначале поскромничала, сказала, что более 200 тысяч, но в прошлом году было 230 тысяч, да? Больше 230 тысяч. Ага, это по данным МВД? Да, это по данным МВД фиксируется. В этом году тоже ожидается большое количество участников.
А как вообще в целом проводится работа вот по сохранению, популяризации вот этих вот национальных традиций? Кто следит за тем, чтобы все было вот правильно, по канонам? Вообще само понятие эсэх, оно же показывает всю нашу богатую традиционную духовную культуру нашего народа. И каждый эсэх в каждой местности, в каждом районе, да, имеет свою концепцию, свои каноны. Эсэх Туймада, конечно, вот становление шло вот с 90-х годов, и сейчас мы имеем такое пространственное, такое масштабное благословение Алгыс, которое имеет свои каноны. Есть режиссерско-постановочная группа, есть консультанты, есть и организаторы, которые вот начинали вот в свое время, да, становление Эсэха Туймады. И, конечно, мы стараемся придерживаться каждый год тем канонам, которые были созданы в свое время. И сейчас вот постановочную часть как режиссер ведет Кралина Наталья Валерьевна, и главным режиссером, консультантом является Асимович Федоров. Алгысчит. Да, Бессменный, да, он наш бессменный консультант, следит за тем, чтобы все каноны были соблюдены, работает с алгысчитами, работает с теми, кто сопровождает вот это благословение. И каждый день у нас на репетициях он есть, приходит. А вопрос, который больше всего все-таки волнует зрителей, волнует журналистов, волнует всех, это вопрос о том, как будет работать интернет. Потому что было объявлено, что в целях безопасности будет отключен интернет. Вот, как в этом случае? Можно ли будет вызвать такси? Что делать потеряшкам? Вот эти вопросы. Будут ли какие-то места с Wi-Fi для журналистов, например? В этом году в целях безопасности для гостей и жителей были приняты вот такие меры. Конечно, те точки, которые вот важные, да, для наших гостей, где стоянка, таксомоторные службы, мы Wi-Fi подключаем. Но будут и, конечно, оповещения, где люди могут найти друг друга, если там, ребенка потеряли, друг друга не могут найти. Мобильная связь в виде смс где-то будет ловить, где-то будет не ловить. Карты везде у нас будут, как обычно, расставлены. Если люди не смогут друг друга найти, но по карте можно как-то вот обозначить место. По оповещению мы будем время от времени обозначать вот место встречи. Это Аркудук Чечермас Аллукмас у входа, который у нас стоит возле этой точки. И вот местами, где можно вызвать такси, мы уже определили точки Wi-Fi. Сразу хочется предупредить, что как бы большую нагрузку он все равно не потянет, вот эта Wi-Fi точка. Поэтому нагрузка будет такая. Там точка будет немножко нестабильная, то есть скопление 500 человек, 50 человек, разница большая. Но такие точки мы обозначим, и будет знак. И там, наверное, все-таки столпятся желающие, которые захотят сразу фоточки свои в соцсети отправить, пользуясь случаем. Да, надо во время эсэха забыть про все, насладиться процессом эсэха, процессом благословения. Это же все-таки как бы наш традиционный праздник. Забыть про все вот такие, скажем так, бытовые, да, дела и насладиться процессом праздника. Посетить все наши мероприятия, их у нас очень много, по 20 точкам. С 2 часов после церемонии открытия начнутся концертные программы, конкурсные программы. Много очень спрашивают, есть желающие, которые хотят прийти, исполнить свои песни, тоюк, фольклор. И все эти конкурсы у нас обозначены. Программу можно найти на нашем сайте эсэха, на сайте Управления культуры, она везде доступна. И сейчас рассылка тоже идет, и WhatsApp рассылка, и вообще. Среди конкурсов в этом году еще конкурс красоты Туймада Ко, который долгое время не проводился. Почему решили возобновить? Много ли желающих? Да, но мы с моими коллегами, когда верстали программу, тоже продумывали такие интересные моменты. И листая предыдущие года, я спрашиваю своих коллег, а почему мы конкурс красоты традиционный
такой якутской красоты для юных девушек не проводим во время цеха. Раньше же были такие конкурсы, тут ярмарку проводили, кюнко, вот по-разному назывались. И более 10 лет назад, по-моему, последний конкурс был в 2014 году, мне вот организаторы предыдущие рассказывают. И в этом году мы решили поэкспериментировать. Быстро сделали положение, пригласили молодых ребят из креативной студии «Три кита», которые умеют организовывать такие, подобные конкурсы. Быстро согласились, и в течение 2 недель мы собрали около 60 заявок. Был отбор такой очень серьезный. Возраст у нас от 16 до 25 лет, девочки. И у нас на сегодня 15 финалисток, которые будут состязаться за первое место. А главный приз у нас от ювелирной компании «Харсхал». Это серебряный семях полностью на 500 000 рублей. Ага. А второе место нам предоставила компания «Камелек», сертификат на сумму 300 000. И третье место 100 000 нам ребята, молодые парни из Туймада Диска, тоже вот такой интересный проект есть, молодежный. Они предоставили сертификат на 100 000 путешествия на любую точку мира. Вот такие у нас призы. Ну и есть компании, которые, как Онни, для всех девушек вот, подарки сделали. Для всех финалисток. Да, для всех финалисток. Поэтому... Но это ведь необычный конкурс красоты, он же чем-то отличается. Там, наверное, будет вот это вот на длину косы или что-нибудь такое. 3 этапа. Это визитка. Конкурс у нас сам обозначен как конкурс красоты и таланта. То есть талант, соответственно. Внесли некоторые вот моменты из наших якутских спортивных состязаний. Там будут девочки состязаться, там посмотрите, это немножко сюрпризом будет. И якутская традиционная кухня. Вот там тоже вот приготовить нужно будет что-нибудь. Да, приготовить. И готовится вот по сценарной части сейчас тоже прорабатывают. Как это интересно, ярко, быстро, динамично сделать. Всего 2 часа на этот конкурс выделено с 9 до 11. И в течение 2 часов мы должны полностью вот показать всю концепцию нашего конкурса. Ну и выход в национальных костюмах. Вот так. А вот по поводу подготовки самой площадки. Понятно, что значит, с интернетом теперь понятно. Комаров будут ли отгонять специально? Обязательно. То есть комаров не будет. И с погодой, вот сейчас непонятная какая-то погода вообще. Вот, есть ли там какие-то приготовления на случай вдруг дождя? Да, вот эти моменты все по организационной части мы предусмотрели с главными, с отвечающей структурой. И тоже вот, на погоду смотришь, и оно уже каждый час уже сейчас меняется. Да, понятно. Например, вчера здесь дождь был, а там не было. Мы целый день были в Исхатыне, дождя там не было. Поэтому очень надеемся, что природа наша якутская благословит, и погода будет такая уютная, удобная, комфортная для наших гостей и жителей. И надеемся, что дождя не будет. Но в случае дождя, конечно, все моменты будут предусмотрены, то есть и в части дождевиков, и по безопасности. То есть у нас есть и оборудование. Поэтому, да, по этой части мы отрабатываем момент. А сколько всего вообще площадок? И там же очень много площадок обычно, действия происходят одновременно. Непонятно, что выбрать, что вот стоит обязательно посетить. Да, у нас по программе более 100 мероприятий, это включая конкурсы наши, которых их в этом году у нас 17 по разным точкам. Начинают кузнецы с 8 часов. И в течение 2 дней, получается, по 20 площадкам наши традиционные площадки. Мы в этом году ничего не поменяли. Площадки, те, которые были, остались. Программы очень насыщенные. Попытались все заявки, которые к нам поступили, включить. То есть каждый час у нас программа меняется по нашим 20 площадкам. Обязательно надо посетить
моменты, где вот у нас фестиваль традиционной национальной кухни, гастрофестиваль происходит, где торговые ряды. Место тоже прошлогоднее, не проводилось. Конкурс кумыса обязательно Конкурс будет. кумыса, это очень интересно проходит, да, скачки. В этом году у нас Минпромгеология очень интересную локацию построили, строят сейчас. Тоже надо посетить, там выставочная зона будет рядом с ипподромом. Еще, ну, все программы, которые включены по нашим локациям. И Театральная площадь, и площадка номер 6, которая ежегодно собирает очень много зрителей, насыщенные программы. Ну и конкурсы. Конкурсы у нас абсолютно открытые. Надо всем как бы гостям посетить обязательно, принимать участие в детских конкурсах на детской площадке. Ну и попробовать себя в разных направлениях традиционной культуры, начиная от пения, заканчивая игры на хамусе. Вот отдельно будет конкурс «Гунцугох», где девушки могут принять участие. Во всех конкурсах очень интересные, хорошие призы будут от организаторов. Ну и постарались некоторые моменты тоже вот по сценарной части, как бы по содержанию тоже оформить, чтобы было интересно. У нас в этом году открывается балаган в Тюхельге-Гухай, где вот рядом с центром кумысопития. Гухай тоже вот как бы традиционный наш конкурс ежегодный, тоже посвящен победе. Вообще в целом ИСЭХ будет посвящен 70-летию Победы, да? Да. ИСЭХ в целом будет посвящен 80-летию Победы. Ну и на церемонии открытия мы покажем вот две юбилейные даты, которые совпали в этом году. Это 125-летие Сергея Афанасьевича Зверева, Кылола, и 100-летие Гаврила Васильевича Черяева, который руководил республикой 17 лет. И вот эти три даты очень интересно как-то вот гармонично совпали. Есть такая интересная история, которая объединяет вот эти три момента. В 1943 году, когда призыв на войну, военное время, Гаврила Васильевича Черяева, ему было 18 лет, и он среди призывников со стороны вот вилюйской стороны на теплоходе Краснояров отплыли, ну там, начиная с Сунтарский, Нюбинский, Верхневилюйский, Вилюйский, собирали. И в этом теплоходе оказался Сергей Афанасьевич Зверев. Он тогда человек в возрасте, тоже плыл в сторону города Якутска с призывниками. И там на берегу несколько раз остановки делали, ну, понятно, да, выгружали, загружали. И в какой-то момент он решил сделать свой обряд. Свой обряд — это у него пение тоюк и огохай. И ребята молодые, вот воспоминания есть ветерана, мы смотрели видео, они во время этого слуха так настолько воодушевились, настолько вот у них вот эта вот концентрация, да, своей культуры, как они вот вместе танцевали огохай, это же так волнительно, вот они вернутся, кто из них вернется, не вернется, как бы. И вот этот момент они очень хорошо запомнили, и те, которые вернулись, они прямо говорят, я вот благодарен судьбе за то, что он там оказался, Сергей Афанасьевич Зверев, и поднял дух, да, и там среди этих парней молодых был Гаврил Васильевич Черяев. И в этом году очень интересно совпало 80-летие Победы, юбилейные даты вот Сергея Афанасьевича и Гаврила Васильевича столетия. Поэтому есть вот такой интересный момент, и мы его покажем перед Алгысом. Вот будет пролог. Во время церемонии открытия, да? Во время церемонии открытия. Вот такое мини-телевизионное представление для того, чтобы люди могли вот погрузиться вот в этот момент. А, кстати, в телевизионных представлениях там профессиональные артисты участвуют? Ежегодно на ИСЭХе Туймада собирают организаторы, вот, режиссерско-постановочная группа из разных и направлений, и категорий. То есть принимают участие и творческие коллективы, художественные, самодеятельные, и профессиональные театральные театры наши. 250 детей в этом году с районов Мегидхангаласского, Черепчинского, Сунтарского района принимают участие, ансамбли детские. 23-го они уже приехали и вот начинают каждый год. До этого они у себя онлайн тоже репетировали.
И с 16 числа у нас первые репетиции здесь с городскими участниками на площади Дружбы были. Ну, с 23-го они уже там в Исхатыне репетируют. Студенты колледжа культуры ежегодно у нас принимают участие, более 100 студентов. Артистический государственный институт, тоже вот две как бы группы принимают участие. И фольклорные, вот как Добун, которые фольклорные ансамбли. Ну и творческие коллективы собираем с города Якутска. Поэтому более 90 человек, 90, там 28, где-то вот так варьируется. Они все там на месте целый день, вот утром туда уезжают, обедают, полдник организован, и в течение дня репетируют церемонию. А какие-то ожидания есть вообще по количеству вот гостей, участников? Ну, наверное, будет больше, скажем так. Чем в прошлом году, да? Да, чем в прошлом году, потому что наплыв вот гостей, сама Астана, там 160 человек, это уже большое количество гостей. Ну, по делегациям, если смотреть, очень тоже большой интерес. И вот к играм Дагына, то, что вот такое юбилейные игры, и призы, и интересные финалисты. Обряд благословения, конечно же, всех очень, вот с 8 часов у нас начинается там с входной арки уже как бы тюптелягин. С 8 утра? Да, с 8 утра будут стоять. Ну, ожидаем, да, посмотрим потом 29-го. Это же во сколько нужно выезжать, чтобы в пробку не попасть? В 7 часов утра. 7 часов утра. А автобусы бесплатные будут? Да, традиционно вот 2 шаттла организованы. Это автобусы номер 155, 156. Откуда? Которые отходят, первый с эмицентра, второй с автовокзала. Периодичность там 15-20 минут будут ездить шаттлы до стоянки Исхатын, где вот асфальтовая зона. И оттуда обратно возвращаются. Будут ездить в течение дня, ну, как бы 2 дня. Они платные? Нет, они... Бесплатные? Да, бесплатные шаттлы. Бесплатные. Я слышала еще о том, что один будет какой-то киноавтобус. Да, в этом году 4-5 июля у нас в городе Якутске состоится международный кинофестиваль. Международный якутский кинофестиваль. И организаторы предложили такой вариант. Алексей Алексеевич Егоров, директор Сахафильма, звонит и предлагает: Сардана, давай мы организуем автобус, шаттл посвященный кинофестивалю, якутскому кино, чтобы жители и гости, которые едут в Исхатын на Сехтуймады, по дороге могли смотреть наши якутские фильмы. Чтобы не скучно было в пробке. Да, там со звуком, нормальный экран. И первый такой автобус отъедет с Сахафильма. Ну, такой организован. Там туда войдут и ветераны. И вот Сахафильм первый автобус оттуда 8 часов отправляет. И он будет ездить в течение 2 дней с автовокзала. То есть точка автовокзала туда и обратно. То есть один из шаттлов, который отходит с автовокзала, да, будет посвящен якутскому кино. То есть он будет снаружи тоже оформлен в стиле якутского международного кинофестиваля. И внутри наши якутские фильмы. Их у нас достаточно много. То есть можно так попасть? Да, можно попасть с автовокзала. И сидя смотреть якутские фильмы. Единственное, чтобы там друг друга не загораживать, должны постараться, чтобы заняли только сидячие места. А какая-то отдельная программа будет для молодежи? И вот про детей вы тоже упомянули, что детская программа отдельная. Ну, молодежная. У нас на территории Исхатын площадка 14, она посвящена, вот молодежная площадка так и называется. Там, вот я до этого сказала, что хабаровский ансамбль песни и пляски начинает в 2 часа свою концертную программу. Но это как-то не очень молодежная. Ну, зато патриотично. Да, патриотика должна быть обязательно, начиная с патриотизма. Согласна. Да. И далее у нас концертные программы известных молодых исполнителей.
танцевальные коллективы будут. Ну и, в принципе, по нескольким площадкам тоже вот молодежные программы, ну, молодежные концертные программы будут везде. Хочется обозначить Тоюк-Тойо, площадка, которая у нас находится чуть дальше от Усть-Тюгюльгете, от Кузнецов, от местности, вот где вот кузнецы стоят. И там вечерние программы мы попытались насытить такими яркими нашими артистами, как Аскалон Павлов, Лекейс из молодежи. Будет Киджа, молодой исполнитель, вечером в 11 часов. Поэтому тоже надо обратить внимание на эту площадку. Она у нас стоит на возвышенности, то есть мимо не пройдете. И для детей, вы сказали, какие-то отдельные конкурсы? Да, у нас детская площадка традиционно на своем месте стоит, рядом площадкой торговли. Тоже очень насыщенная детская программа с активностями. Там будет зона игровая, которую нам организовывают наши коллеги в течение вот 2 дней. И концертные коллективы, концертные программы вот от коллективов детских, городских. Тоже в течение дня более 200 детей должны принять участие. Вы упомянули Кузнецов, это вот площадка Кудай-Бахсы, да, где Да. все желающие могут выковать себе нож. Будет такое? Ну, ковка у нас начнется с 8 утра. Вот прямо в 8 часов утра. Они же 27-го ночью уже начинают вот эту подготовку своей печи, вот то, что вот делают кузнецы, они собираются, у них там целые тоже свое обрядовое, ритуальные какие-то моменты. И в этом году, ну, с 8 часов утра у них начинается вот ковка железа. И в течение дня тоже будут очень интересные такие программы со своими ведущими, тоже вот концертная программа внутри их тюгюльге, выставка лучших мастеров Якутии. Ребята очень ответственно и активно готовятся. И все могут посетить площадку Кузнецов. В течение дня там скучно не будет. Ну, обычно считается, что все мероприятия, они основные в первый день, а второй день такой более расслабленный. Что интересного будет во второй именно день? Ну, второй день у нас финал игр ДГНа, поэтому народу все равно много. Это как бы жирная точка игр, ну, национальных видов спорта. Потом скачки в 6 часов вечера после игр ДГНа. Ну и итогом, как бы закрытием Сеха Туймада это в 5 часов после финала, ну, традиционно после финала игр ДГНа. Там на центре Кумисапытия мы как бы официальную часть делаем. Этим закрываем и скачки. 6 часов вечера до 7. Потом уже начинается, ну, гости начинают расходиться. И вот обрядовые действия, которые локально происходят в первой, допустим, первом тюгюльге, где вот сразу входишь, и здесь Алгыс обряд ежегодно проводят, Дом духовности имени Максимовой Исаины, коллеги. Очень такое тоже насыщенная площадка. Они в течение 2 дней вот до конца, вот до конца, до вечера будут тоже свои обряды проводить. А раньше бывало, что в Эсэхе принимали участие свое отдельное национальные диаспоры. Вот, то есть они там приходили в своих национальных костюмах. Это обязательно, да. Будет тоже, да? Да, конечно, будет на площадке и Дома дружбы народов. И по вот районы северные, допустим, свои площадки тоже очень хорошо, активно оформляют. И на территории тоже Тюгюльге КМНС прямо с оленями и так далее тоже должны вот яркие такие насыщенные программы сделать. Ну и, конечно, для гостей мы отдельно, для организованных наших иностранных делегаций отдельные программы сделали, куда они могут сразу прямиком пойти. Вот якутская усадьба очень хорошо готовится тоже в этом году. Очень интересная локация, вот, где традиционный балаган стоит. И амбар тоже внутри там
скот будет, ну, как бы показываем тоже традиционную культуру. Прямо, нашу. прям настоящее все будет? Да, ну как театрализация. Проходишь и попадаешь в эпоху тех времен. Это они ежегодно делают. Наш музей города Якутска, главные организаторы. И в этом году прямо там, с коровами и так далее, дойры. Вот так вот. То есть будут не только лошади, но и коровы, и олени. Да, это обязательно. А, Вот еще вопрос от зрителя. Я жду гостей из Санкт-Петербурга. Куда нужно обязательно сходить? Да, для гостей, которые вообще не ориентируются внутри Тюгюльге, ну, местности Юсхатын, конечно, вот сопровождение это одно, но даже вот местные наши жители, они теряются, когда много народу, когда все уже по-другому украшено, стоит. Еще и новые тюльге появляются с каждым годом. Да, появляются новые тюгюльге, по-новому украшаются предприятия, организации. Поэтому, ну, как бы все это вот предусмотрено. Карты, вот как я ранее сказала, будут то висеть большие карты местности с обозначением. Программки будут раздаваться вот в маленьких будках, которые установлены по местности. Ну и, конечно, указатели будут, живые указатели. В каком смысле живые? Ну, Волонтеры да, будут? Да, которые будут ориентировать. Ну, их по главным точкам расставим, и чтобы они, если к ним обращаться. Да. А вот эти волонтеры, это кто? Это у нас работники культуры традиционно. У нас есть еще и комендатура, которая вот периодично ездит по всему Тюгюльге. Ну, у них функции, конечно, организационного по характеру. Но каждый год особо таких моментов не было, чтобы люди не смогли найти какие-то вот конкретные вот точки, большие концертные площадки и так далее. То есть местность сама так расставлена, чтобы вот я, допустим, попадаю сразу от 99 Серге, прохожу, Калтан Серге, и уже начинаю вот проходку с Кузнецов. Там уже стоят и другие тюрьги, которые организованы. И начиная с Осохой, я уже двигаюсь туда, в сторону КМНС, и можно обойти совершенно спокойно все наши вот интересные места. Успеть. Да, успеть обязательно, потому что программы у всех не часовые, они в течение дня до позднего вечера. Самая последняя программа у нас до часу ночи. А потом встреча солнца. Потом встреча солнца в 2 часа, традиционно, в местности, где мы встречаем солнце. И вот, это вот конечная точка. К моменту встречи солнца у нас должна быть полная тишина, умиротворение, и вот готовимся к священному действию. Ну вот я всегда советовала тем, кто попал вообще на ИСФ в первый раз, и кто попал в Якутию в первый раз, обязательно дождаться вот этого момента и встретить солнце. Да, И вот, да. как правило, именно этот такое впечатление производит, и люди потом помнят. Да, это обязательно. Интересные вот моменты были. В прошлом году тоже мы делегации сопровождали. И они говорят, вот именно вот этот момент, конечно, Алгыс — это вот прекрасно, вот то, что вы сами вот выстроили традиционную культуру в таком виде, показываете, доносите, это вообще уникальное зрелище. А то, что касается вот встречи солнца, это уже как бы соучастие вот мое, как человека, который в первый раз в Якутию попадает. И каждый, который пришел, берет на руки вот лучи солнца, это вот как-то все очень естественно проходит, и вот через себя я это пропустила, вот один гость так говорит. И то, что вот я прочувствовала, я это на всю жизнь запомню. Вот такие моменты. Ну, надеюсь, наши гости, абсолютно те, которые там были, и сами мы, жители, должны прочувствовать вот этот момент. Вот сила, солнца, да, сила духа нашего. Вот. Именно то, что вот момент, который объединяет. Благословение земли, благословение природы, Да. ну, что, собственно, что и символизирует ИСФ. А как вы
Объясняете, что такое ИСЭФ, вот в двух словах тем, кто у вас спрашивает, вот кто вообще не в курсе. Ну, сэх это э, время, когда мы, э, когда мы очень тесно как бы привязываемся к своей природе. Якуты испокон времен у них нет времени для отдыха. Вот. Именно тот период сехов, вот этот период, вот сейчас, да, он дает время для отдыха. Заканчивается весна, зима заканчивается, пока еще сенокоса нет. Скот, коровы гуляют сами по себе. Вот короткий период. И этот период, когда мы возвращаемся вот к себе обратно. Я вот говорю, сэх — это наша самый вот единственный вот такой момент, где мы соприкасаемся с нашей духовной культурой. Вот все традиционные ценности, которые есть в нашем народе, показаны вот в национальном празднике ИСЭХ. Абсолютно все. И эти ценности, они ведь общие для всех людей, поэтому и всегда гостям из любой страны, из любого региона, всегда это все близко и понятно. Да, совершенно верно. Спасибо вам большое, было интересно. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня по-прежнему зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15, расскажем обо всем в деталях.